Хей, всем привет, с вами Максим, и мы продолжаем заниматься практикой. Итак, как вы поняли, что звездочки это те миссии, которые мы с вами прошли, и у нас есть, мы договаривались, что пройдем с вами уровень практически 4А. Призрачная преграда. Попробуем, отвлеки стражу и убеги, почему бы и нет. И, конечно же, взять самоцвет. Вижу, это явно наши враги. Встаньте на красную отметку X. Вот это, по-моему, крестик, да? Чтобы запустить приманку. Затем двигайте самоцвету, избегай. Ну, почему бы нет? Давайте начнем уровень. Итак, X у нас здесь. А, вот эта кнопочка, которую мы должны нажать. Это, скорее всего, кнопочка запустит вот этого товарища. Они на него побегут, и эти бомбочки должны взорваться. Попробуем написать код. Итак, hero move right, hero move down. Сделаем мы 2 шага вниз. Мы нажимаем на кнопочку. И давайте проверим, что произойдет в этот момент. Хочу просто убедиться, что все у нас идет по плану. Нажимаем на кнопочку. Эта штучка поехала. Они ее начинают бить. И пубух! Взрываются. Пух! И мы тоже погибаем. Так, получается, мы на месте стоять не должны. Давайте отмотаем всю эту историю. И как только мы нажмем на кнопочку, наш герой опять поднимется наверх. Hero Move Up на 2 строчки. И я точно знаю, что они будут пока взрываться. Мы должны пойти с вами направо. Считаем. 1, 2, 3, 3 шага. Сделаем Hero Move Right. 3 шага. Так, запускаем, проверяем. Текст. Бомбочка, приманка пошла, они его бьют, взрываются, все шикарно. Сейчас он взорвет эту штучку, летает. А пока он летает, мы прошли уровень. Итак, все успешно, все отлично, готово. Итак, вернемся к карте. И давайте попробуем пройти 4Б забывчивый ювелир. Эти самоцветы разбросаны по всем подземельям Китгарда. Ну хорошо, посмотрим. Итак, герой должен выжить, собрать 4 самоцвета, добраться до выхода, бонус за чистый код, бонус менее 9 выражений. Окей. Собери самоцветы с помощью команд перемещения. Начнем. Итак, что такое 9 выражений? Вот видите вот эти строчки, 1, 2, 3, это на них будут записаны наши выражения. Допустим, когда мы пишем hero move right, это первое выражение, вот он шаг сделает. Потом я сделаю, вижу, что мне нужно пойти вниз, hero move down, это уже 2. Потом hero move right. И, конечно же, они пока тренируют, чтобы мы с вами работали именно на то, чтобы смогли с вами записать здесь некое число. Допустим, hero move right 2 раза. Это, получается, уже заменяет наши 2 записи, если бы я сделал hero move right и hero move right. И затем пишем hero move up. И затем hero move right. Итак, по-моему, у нас получилось примерно 5 строчек кода. Проверим. Text down, right, up и right. Все успешно, готово. Итак, все супер. Так, мы опять получили какую-то ачивку. Я хочу купить этот аргумент. Вернемся к карте. Итак, у нас есть небольшое количество времени. Давайте все-таки попробуем пройти вот этот еще один уровень. Называется Воздетый меч. Практика. Научись экипироваться для битвы. О, очень интересно. Итак, победил огров, герой должен выжить, бонус за чистый код. Атакуй каждого огра по имени. Окей, начнем. Итак, наша фишка следующая. Мы должны победить их. Ну, начнем мы, получается, атаку с некого товарища, которого зовут Элрик. Так, чтобы несколько раз написать, я скопирую код. Допустим, нажимаю правой клавишей мыши копировать. Сюда вставляю.
ставить. Так, потом я буду бить гурта. Опять-таки ставлю сюда. И напишу здесь гурт. Угу. Копирую этот код, вставляю сюда. Давайте еще, по-моему, вместо гурта попробуем побить еще. И вот, запускаем. Пах, он говорит, что исправьте код. Ага, Hero. Значит, я неправильное имя записал, конечно. Да, его ACK зовут. Окей. ACK. Давайте теперь попробуем. Итак, он бьет. Всех победил. Ну да, ничего такого сложного не видел. Победа за нами. Итак, вернемся к карте. Угу. Так, практически занятия закончились. И давайте встретимся на следующем занятии прохождения нашего подземелья Китгарда с уровня 9. Танцы с огнем. На этом пока все. С вами был Максим. До новых встреч.